Приветствую вас, многоуважаемые гости. Я визирь Великого Болгара. Многие столетия стоит наш престольный град. Многое он повидал за это время. Бесчисленное множество гостей он принял, простых и знатных. Узнал меня народ? Узнал народ? Нет. Нет? Петр, слышу, слава Богу. Что такое низкий? Побывал я в городе Болгар почти 300 лет назад. И так запал он в душу мою, что издали мы указ хранить сию древность. А я здесь побыла 250 лет тому назад и не преминула об этом сообщить друзьям нашим, графу Панину и французу Вольтеру. Пресветлый Бог пожаловал нам власть на болгарской земле. Посему мы вам отправляем визиря, чтобы он зачтел указ Пресветлого хана. Посему постановляю, разрешаю посетить наш престольный град. Слугам нашим, чтобы ваше пребывание было светлым. Ну да ладно. И приятным. Представляю вам наших слуг Гульнару хану и Гульшат хану. Это ваших экскурсоводов. Еще будет. Да, проходите, пожалуйста, дальше. Земель приехали к нам. Нет, Не слышу, откуда? Из Казани знаю такой град. Сам строил. Еще откуда? Все из Казани? Да. Мы рады вас приветствовать на нашей земле. Много удивительного вы видели на свете. А сегодня вы увидите удивительный, прекрасный город Болгар, который повидал на своем веку и хорошее, и плохое. Но возрождается он. Много трудов на это положил наш народ. И вы сегодня увидите, как он становится великим и прекрасным. Рахим Итагас, проходите, приглашаю вас в дворец сей. Спасибо. Следующая часть нашей программы. Добро пожаловать. Ханом Болгар, если бы я не предложил дары земли болгарской, и мы сейчас вам подготовили небольшие подарки. Прошу. Сюда. Помните, дары из рук хана. Спасибо. Спасибо. Так, ну в этих пакетиках понятно, да, что лежит наша реклама раздачи материалов, самое главное, там где все указано. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, да. Подходите, кто еще не взял. Подходите, не стесняйтесь. Небольшое застолье, чай. По древней нашей традиции. Угоститесь на дорогу. Подходите, пожалуйста. Так, можно взять чашечки, значит, подойти к столечку. Один из новых объектов, открытый в 2013 году, это Центр археологических исследований, построенный на территории Болгарского музея-заповедника. Это впервые в мире, когда создается Центр археологических исследований на непосредственно изучаемом объекте. Здесь есть все условия для археологов, чтобы они хорошо работали, изучали, но и при этом старались не сильно уставать. Потому что предприниматели осуществляют свою предпринимательскую деятельность. Вот, например, чайный дом вот открытый. Причем он сделан именно с установками ЮНЕСКО. Все проводится, любые действия, размещение предпринимателей, все в соответствии с законодательством. Для того, чтобы не портился исторический, археологический, культурный слой.
Поэтому, видите, она стоит на земле просто. То есть такая вот наземная, без фундамента. Он даже представляешь, как палатка получается, да? Фактически, да, это как палатка, но внутри он обшитый, чтобы ветер не особо гулял. Один из музеев Болгарского музея-заповедника, дом лекаря, который рассказывает об истории развития восточно-мусульманской и волжско-булгарской медицины. Поверьте, здесь мы уже получаем такие данные от наших археологов, источниковедческие, которые говорят о высочайшем уровне развития науки и в данном случае медицины. И вот вы, наверное, смотрели фильм, американский фильм, конечно, но они любители исторических фильмов, это «Авиценна. Ученик лекаря». Так вот, там один точный момент указан. В Европе лекарями были бродобреи, или как в России называли цирюльники, да? А вот здесь, как вот по последним археологическим данным, мы узнаем, что это были в основном ювелиры. Потому что ювелиры больше всего связаны с химией. Ну, можем так, у нас время мало, но быстренько так его можем придумать. Я хочу просто отметить, что в этом музее мы можем узнать. Самое главное для Болгарского музея-заповедника. В музее «Дом лекаря» мы знакомим с нашим знаменитым лекарем, фармацевтом Таджадином Аль-Булгари. Автор 3 знаменитых работ по медицине. Одна из самых ее главных работ – это «Большой тирьяк». Это универсальное противоядие или большое противоядие в переводе на русский язык. И вот большой тирьяк попал в Татарстан благодаря Интиме Шарифовичу Шаймиеву. Только его личная договоренность позволила Мирказу Усманову привезти большой тирьяк сюда, перевести его. И он сейчас становится уже не только как исторический источник, но и даже как методическое пособие. Ну а здесь вот представлена одна из копий, одна из работ Таджадина Аль-Булгари, книга «Краткое знание лекарств». Еще и торговые лавки, где можно приобрести булгарскую сувенирную продукцию. Все то, что связано с городом Болгар. И вот стратегия нашей политики в сувенирной продукции, в сувенирах, которую мы стараемся навязать, наверное, громко будет сказано, наверное, предложить и нашим предпринимателям. Вся тематика булгарская и как можно больше ручной работы. Что сейчас уже происходит? Но мы еще это увидим. Вот она у нас художественная мастерская, где поделиться работают наши мастера. Я честно, они поучить, посмотрите, сколько вот стежков вот здесь уже, да? Вот сколько человек. Вот это вся продукция, которая производится, или часть только, да, у нас, по-моему, часть здесь. Юлия, мы в конкурсе, вы являетесь финалистами конкурса, да, сувениров? Да, музейный сувенир, правильно. Как? Музейный сувенир вот участвовали, и они являются финалистами этого конкурса. И представлены вот какой-то, я уж не помню, тут их так много, у них так много всяких здесь исполнялся. Помимо этого, посмотрите, это в Татарстане, я могу сказать, это впервые. В Татарстане это впервые, когда гончары стали воспроизводить сфероконусы. Вот эти сосуды, которые применялись для алхимии. В музеях мы с вами увидим вот такой вот сувенирный сфероконус, вот такой контейнер. Это впервые в России. В России я больше нигде не видел, чтобы гончары изготавливали вот эти сосуды. Очень сложная техника, посмотрите. Здесь, вот горлышко, посмотрите какое. Да, да.
Ну вот, я не могу все рассказать сейчас. Почему применяется вот этот Вот когда приедете к нам в гости, я вам точно для алхимии. Это применялся. Значит, лекарства какие-то, яды. Лекарство применялся, и применяли его, вот этот сосуд, ювелиры. Помните, я вам говорил, что ювелиры были лекарями и фармацевтами. А вот в музее Дом лекаря как раз и показано там, как его использовали. Я специально вам не рассказываю, чтобы вы в своих изданиях написали загадкой, что-то тут вот сказал, а вот все не рассказал, потому что рассказывают на экскурсии. Вот это там. Я тоже впервые в России те фрагменты, которые дозволительно брать, это выделяют археологи, расписываются булгарским сувениром. И вот часть истории Болгар можно вот так взять, это черепки. Миниатюрные печки. Впервые на керамике появляется уже булгарская тамга. Я вот специально вас вот предлагаю посмотреть, какие вот миниатюрные делают сувениры наш мастер. Саш, вот просто, ну сейчас будешь ругаться, я знаю, ты всегда ругаешь. Вот так руку разверни свою. Вот посмотрите, вот его рука, и вот такие маленькие вот эти вот сосудики. Это чудо, это просто-напросто. Я просто не могу рассказать свою всю историю. Построен он в 40-е годы 13 века. Но вот это яркий пример того, насколько хорошо, качественно применяет все международные опыты, наверное, достижения в деле музификации. Фонд Возрождения, ну, естественно, наш музей-заповедник, когда был построен вот этот вот защитный купол. В России мы были первооткрывателями вот этой технологии музификации объектов. Долгое время находился этот объект под землей. В 1996 году он был открыт. И в 1994 году. И 15 лет проводились раскопки. И было решено его музифицировать. И вот так вот он предстает перед нашими гостями. От воздействия внешней среды, но при этом не нарушая истории этого памятника. Знаете, специально просмотрелся разные сайты, и вот мне понравилось, знаете, высказывание одной путешественницы, она из Израиля. Она говорит, ну для нас все то, что моложе 2000 лет, это новодел. Но когда мы приехали в Болгар, и когда честно показывают, вот эта реконструкция, вот эта реставрация, вот это вот подлинник, вот это впервые. Вот это, Израиль это искушенный товарищ. Реализация комплексного проекта «Культурное наследие Татарстана». Здесь огромная роль, естественно. Я все время буду повторяться. Поверьте, это не для того, чтобы как-то выслужиться перед властью. Здесь такая красота. Вот еще один самый примечательный, самый благодатный. Вот, что всегда вот многих просто особенно западных наших гостей из Западной Европы повергает просто в шок. Минарет и церковь. Знаете, один раз просто мне задали вопрос. Такой странный вопрос. Но дело в том, что до этого мне задали они пачку странных вопросов, я поэтому знал уже, как отвечать. Они говорят, зачем вы церковь придвинули к мечети? Я просто сказал, ну мы же в России живем, нам дай что-нибудь такое вот подвигать большое. И причем не знаю для чего. Они записали. Ну не знаю, как это отразилось, вроде нигде не вспомнили. Рядом со стареньким. В центре монастыря. Вот так, куда бы ее просто сейчас не передвинь, не подвинули, все равно бы оказалось церковь. И вот та красная линия, вот о том, вот о чем я вам говорил, когда вот туристы из Израиля пишут, что здесь все по-честному. Вот,
до красной линии, снизу до красной линии, это аутентичная старая кладка, а сверху это уже реконструкционная консервирующая кладка. Мы не говорим новая, мы говорим правильно. Она выполняет две функции: реконструкция и консервация. Вот ее главная задача. Но мы честно говорим, да, вот так. И здесь мы точно так же выделяем. Соборная мечеть города Болгар. Она уникальна чем? Ну, во-первых, акустика. Шикарная акустика. Уникальна она тем, что во второй половине XIV века, после захвата города Болгар Булак-Тимуром, соборная мечеть, возможно, была повреждена, и ее ремонтируют и несколько перестраивают. Пристраивают 4 угловые башни, причем оборонительного характера, не декоративного. И с этого момента соборная мечеть начинает выполнять несвойственную для мечети функцию крепости. Единственная в мире крепость-мечеть была до прошлого года. В прошлом году приехали к нам гости из Каракаса и говорят: а нет, не единственная, у нас тоже есть крепость-мечеть, но она 21 века. Правда. А у нас немножко так 13-14 веков. Вот это мечеть. Изначально здание 32 на 34 метра. По тем временам это грандиозное здание. Еще один уникальный момент, который я всегда подчеркиваю. Именно в городе Болгар. Соборная мечеть. Начинает строить соборную мечеть в период правления хана Батыя. Завершает строительство в период правления хана Мингу-Тимура. Ни Батый, ни Мингу-Тимур не были мусульманами. Но чтобы обозначить свой город как ставку, как свою столицу, они строят соборную мечеть. Это о чем говорит? О большом влиянии местной мусульманской уммы, общины. И это вот тоже один памятник. Я сказал, вот немножко осталось, немножко, но вот это вот немножко, это вот и делает Болгар еще более уникальным. Ведь это самый северный регион, где сохранились архитектурные памятники золотоордынского периода. А вообще-то единственные до 2014 года. Сейчас Бахчисарай присоединился, но там 15 века, а мы 13-14 век. Период расцвета. Все равно. Поэтому, ну, всегда, как говорится, Крым мы тоже можем поддеть. Только по-доброму, конечно. В 1841 году, а в 2000 году, к десятилетию суверенитета Республики Татарстан, он был восстановлен. Знаете, я как называю? Еще большой минарет. Большой минарет – это отправная точка грандиозного проекта «Культурное наследие Татарстана». Ровно через 10 лет начнется реализация этого проекта. Но большой минарет дал старт или опорную точку, от чего можно было отталкиваться. И пошло. И дело пошло, как вы видите. Все здания поддерживаются в хорошем состоянии. G'urur davlat Bulg'or ili xatirlardagina indi Uyan Bulg'or uyan ilim bir Allohdan kelgan dini. Но поучительное. Знаете, вот именно здесь я рассказываю о посещении города Болгар Екатерины II, не Петром I, а именно Екатерины II. Вот именно, вот чем знаменательна Екатерина II для Татарстана, для Казанской губернии? Все говорят, мечети разрешила строить каменные, но причем никогда не говорят, настоящие мечети нам разрешает строить с медресе, чтобы обязательно в мечети было медресе. Она разрешает развивать образование. Еще, например, в белорусской купеческо-татарском пришло торговать. А еще именно Екатерина положила конец насильственной христианизации края. Именно Екатерина. Ведь насильственная христианизация края начинается не при Иване Грозном, а
30-е, 50-е годы 18 века. И как раз она, графу Панину-то и пишет про того архиерея Луку. Прочитайте. Ну да, который был этот, все весь там тут. Все на него жаловались. И вот все, она этому положила конец. И именно Екатерина II, вот посетив Казань, Болгар, увидев величие этой культуры, что она сделала? Она выбила огромную почву, фундамент из-под восстания Пугачева. Она какую-то контору ликвидировала, каких-то каких-то там этих дел, да? Который занимался насильственным Вот как раз эту контору, так называемую крестовую контору, она еще называют. Но самое главное, вот эти вот ее действия в политике, да, во внутренней политике привели к тому, что большинство населения Казанской губернии не поддержали восстание Емельяна Пугачева. Фактически, вот, посмотрите, как она предвидела. Молодая еще на тот момент, молодая императрица. Фотография, посмотрите вот сюда. Вот здесь, посмотрите, сколько мельниц? 3. Раз, 2, 3. А мы достоверно знаем, что на территории села Болгар-Успенское размещалось 8 ветряных мельниц. Нетипично. В то время одна, максимум 2 мельницы. А тут в одном селе 8. Это позволяет рассказать и о хозяйстве. О хозяйственной экономике. Конечно, если это богатейший край. Мы рассказываем об Абрахаме Болгарском. Петр Ордынский, с которым живет, скорее всего, это кто? Старший сын хана Батыя, Сартак. Вот есть такой. Теодор, философ болгарский. Мы с ним еще с вами увидимся. Возможно. И недолго она находится. Потом ее заменят. Либо копии, либо муляж. А подлинник куда идет? Подлинник уйдет в фонды на спецхранение. Потому что ему нужно хранить температуру. Да. Мы только вот небольшой период времени можем оставлять. В 17 начале 19 веков нет никакого Куйбышевского водохранилища. Ağımlarga karşı yüzde Gaskerlerin zurdan tüzde Güç kullansa düşman ile Полуземлянок, которые здесь были обнаружены в результате раскопок 2012 года. И вот то, что мы видим с вами наверху, вот в более плачевном, поверьте, там даже просто труху мы видели, просто видели, когда проводили археологические исследования, находится на глубине 1,5-2 метра. И как вот предположил наш археолог, который здесь проводил эти работы исследовательские, Рафин Фуад Шарифуль, он говорил, здесь жили, скорее всего, строители вот этой соборной мечети. Жили они именно в полуземлянках. Когда строительство закончилось, они были снесены. Было очень много споров и в интернете, правильно ли сделали, неправильно сделали. В научной среде было очень много споров. Но факт остается фактом. Он построен. И это дань уважения потомков нашим предкам, которые приняли ту замечательную религию, ислам, которая вывела город Болгар на орбиту высокоразвитых государств. Это музейный объект, это не мечеть. Вот тоже. Вот не будь вот его, мы бы не объясняли, что такое мечеть, чем отличается купольное здание с полумесяцем от мечети, от грузинской церкви, например, да. Потому что мы спрашиваем, это мечеть? Мы говорим, с чего вы взяли? Ну, полумесяц же. И обычно вот, подходит, я часто нахожу так в толпе туристов, кто-нибудь из мусульман, который носит цепочку с полумесяцем, говорит, вы мечеть? Он говорит, ты что, с ума сошел? Ну, полумесяц же.
И все, мы объясняем, самой главной отличительной чертой мечети это, естественно, минарет, голос мечеть и, естественно, рядом медресе. Обязательно. Немножко ускориться, чтобы мы памятного знака полностью вся площадь была занята под один музей. Музей Корана. Ну, сразу хочу сказать, здесь мы рассказываем не только о Коране. Не только о Коране. Но здесь вот впервые, пока вы еще, например, не попали на Малый Минарет, вы можете увидеть 3 неофициальных символа ислама Урала-Поволжья. Это примечательно. Чалма, посох и чернильница. Чалма – символ того, что мы верим в пророческую миссию Мухаммеда. Мы, мусульмане, верим в пророческую миссию Мухаммеда. Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах. Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед пророк его. Посох – это символ того, что ислам сюда пришел мирным путем. В других государствах меч, сабля. Где-то уже автомат Калашникова символами становится. У нас посох. И вот чернильница – это символ особого течения ислама, который здесь был распространен, суфийского ислама. Тот ислам, который сейчас, можно сказать, абсолютно загнан в угол. Ученый ислам, который вот одно из самых главных постулатов этого течения ислама. Постижение Бога через постижение знаний. То есть человек должен учиться, образовываться, постигать науки. И тем самым он приближается к Богу. Тем самым он постигает Бога. А сейчас что появилось? Типа мусульмане, не умеющие читать. Хотя главный закон мусульман – ежедневное чтение Корана. Не слушать, а читать. Вот это мы здесь пока. Мы третья сура. Сказано, я дал закон ему. Прежде я дал книгу истины ему, но прежде я дал закон Мусе и Новый Завет Исе. Муса – это Моисей, Иса – это Иисус. А где у нас можем Ветхий и Новый Завет увидеть? И нет принуждения в религии. Вы знаете, что сейчас многие элементы одежды, говорят, ты не мусульманин, потому что не носишь мусульманскую одежду. А она какая? Какая она, мусульманская одежда? И когда говорят мне, тюбетейка, это у тюбетейки есть ведь история доисламская. Просто с развитием религии и с развитием религии у многих народов многие элементы одежды стали именно позиционироваться как элемент одежды, именно связанный с религией. Но мы здесь рассказываем о тюбетейке. Вот сейчас модно вот такие тюбетейки покупать. Ярко вышитые, высокие, жесткие. Но когда мы объясняем, кто носил такие тюбетейки в средние века, кто имел право носить, вот тогда многие начинают тюбетейки с себя либо снимать, либо так перекручивать. По секрету, старики носили. А вот я бы носил только вот такую. Смальте. По картине нашего художника Валиуллина «Принятие булгарами ислама». Картина победила на конкурсе на право быть представленной здесь. И все. Хочу сказать, что вот здесь Валиуллин продолжает традицию и законы, которые еще установил в изобразительном искусстве, татарском изобразительном искусстве Баки Ага Урманча. Соответствие костюмов той эпохи, которую отображаешь.
И здесь это четко представлено. Ну и, естественно, памятный напечатанный в 2011 году, а сюда он приехал. Открытие этого здания, он немножко пораньше приехал, чем это здание открылось, на 2 дня пораньше. А само здание, и Коран предстал здесь, здание было открыто, и Коран предстал перед посетителями 21 мая 2012 года. Знаменательное событие. Ну, всю информацию про Коран я время тратить не буду на это. Этим чудом. И мы узнаем, какой ислам, что он большой для того, чтобы больше объединять людей. Но это... А теперь за мной. Да, кстати, если кто не купил сувениры, и ему нужны бесплатные сувениры, вы можете взять наши... Как раз все, что проводилось, все, что находили, как это все примерно выглядело. В зоне, где нет большого промышленного производства, можно увидеть пчел, цветы. Это вот, когда приезжают, знаете, с Китая туристы, самые любимейшие это объекты. После памятников это вот цветы и наши насекомые. С Германии приехали, они говорят, слушайте, у вас насекомые летают. Мы говорим, ну да. Это Болгар периода его расцвета. И вот здесь вот есть здание. Дальше. К сожалению.